Так вот, их тут живет 7, значит, взрослых лосих. Живут они последние дни здесь. В начале сентября мы их отсюда уведем в лес. В лесу у нас есть большой загон. Мы их уведем туда, потому что начинается гон, начинается брачный период. И если, говорю, здесь будут девочки, не факт, что сюда не придут мальчики с рогами. А мальчики придут злые, агрессивные, совершенно неуправляемые, абсолютно безбашенные и очень опасные для человека. У нас был случай, что наш сотрудник обрабатывал рану нашему самцу, который тот получил во время гона. И Мишка очнулся, когда чижик его валяет рогами по земле, он ему переломал ребра, проткнул переносицу. Мишка с грехом пополам вылез под сетку, самец продолжал ломать забор. Просто-напросто пришлось самца отстрелять. Другого выхода нет, их остановить невозможно ничем. Вот, значит, лосих уводим в лес, там они у нас живут зиму в том загоне. Сюда мы их приводим в мае месяце, в апреле в конце. Здесь они у нас телятся. Лосят мы забираем от мамок в первые же сутки. Даем пососать только молозиво, это вот самое первое ценное молоко, и забираем. Почему? Чтобы, значит, лосиха не привыкла сильно, она потом переживает долго, не дает доиться. Чтобы лосенок не привык сильно, его потом сложно напоить из соски. Говорю, мама сосала одну сисю, а мы ему предлагаем другую резиновую соску, да? А если оставить лосенка совсем, даже под самой так называемой домашней лосихой, без общения с человеком, вырастает дикий лосенок. Это опять подтверждение тому, что лось домашним не стал. И если в первые дни жизни лосенка его из природы изъять, дикого, да, кормить, поить, любить, ухаживать, вырастает лосенок, ничем не отличающийся от тех, которые родились на ферме. У нас на данный момент такой есть, он живет в лесу в загоне, Дон, ему вот 4-й год. Мы его привезли диким лосенком с Усть-Куломского района, с деревни Дон. Дона мы назвали, и вот все лосята, что в этом году родились, это все дети вот этого Дона. Ишь какой. Да. В природе он бы не смог жить, да? Которая выращена людьми. В природе они прекрасно живут, если им не мешает жить человек. Вот в чем дело. Они же, ручные, они доверчивые, они выходят к людям. Проходите, проходите, не бойтесь. Что ты плачешь, Гоша? Нет, вон где-то. Сейчас Гриша привезет вам кушать. Сейчас, да, сейчас, мой сладкий, сейчас. Сейчас привезут. А их сколько раз кормят? Вот, значит, после рождения мы их в сутки поим 5 раз молоком. Месяца полтора. Потом постепенно сокращаем кормление, это кратность. И сейчас вот поем 1 раз утром, даем вот уже подкормку всякую, и огурцы, и самые и яблоки, и морковку, капусту, комбикорм добавляем. А по мере вырастания потом куда их определяете? Что у нас живут, бывает, говорю, ходят из загона, загон ломается там. Но если они остаются живые или не уходят очень далеко, то в течение 2 лет, а то и 3, они могут вернуться на ферму. Да. Они знают, где их кормили, где их поили. Да, это само так. Продаем иной раз, когда есть это заявки, продаем в национальные парки, продаем в заповедники, правильно. В эко-центры. Правильно. В зоопарке очень редко, потому что это лосю в зоопарке делать нечего совершенно. Им нужна обязательно большая территория, чтобы они двигались. Вот если первый раз лосиха телится, она приносит по 1 лосенку, редко по 2. Потом, говорю, обязаны по 2 приносить. Правда? Да, но если не набирают вес 180-200 килограмм, они просто-напросто не обгуливаются, и, понятно, не телятся. И 1 раз за все существование лосифермы у нас была тройня. Мамка была алыча. И все хоть выжившие?
Родились все хорошие, все здоровые, но долго не прожили, потому что в июле месяце медведь двух задавил из этих, это самое, да. Вот она на ферме прожила. Да, ребята, не толкайтесь, 18 лет, а чуть подольше 20 лет прожила Бука. И вот специалисты по дикому лосю говорят, конечно, что это очень большой срок. Очень большой срок, и в природе фактически не доживают до такого возраста. Болеть они, в принципе, болеют только, как детишки маленькие, когда наедятся, чего не полагается. Поносы бывают, а так, в принципе, ребятки здоровые. Понятно. Ну хорошо. Ну что, все? Ребята тут. Ребята только ждут угощения. Они потом, мы вот сейчас допаиваем до конца, что молоком поить не будем больше. Там Вы еще их даете молоко? молоко, утром еще пьют молоко из соски, я тут, меня с ног буквально сносят. Потом это самое, кормим там, вот кормушка у нас внизу. И они уже потом до такой степени привыкают, что машина проехала, они, значит, уже все у калитки, потому что знают, что помимо Какие хитрые. картошки, комбикорма, что они вот утром ели, да, им приехали люди, значит, привезут что-то вкусное. Вот так. Да. Хитренькие. И клянчить будут, кушать будут столько, сколько им будут давать. Ага. У них нет меры насыщения, но им надо сначала обязательно накушаться естественного корма, это веток, да? А потом уже можно дать чуть-чуть побольше и угощения. А так они просто объедаются. Понятно. Вот там кушать будет. Им привезут сейчас что-то вкусненькое. Не держи, не держи. Посмотри, что делается. Они знают. Они сейчас пойдут туда. Да, Им привезли Что вкусненькое. Иван чаем пойдут. Ну пошли, пошли, давай, Пойдемте. Пошли.
Конечно, да. Нет, операцию мы не делаем. Потому что, ну как операцию сделать лосю и каким образом его потом, чтобы он лежал? Это же все-таки операция. Ну да, они Это без рогов сейчас, животное. да, обратите внимание. Рога только у самцов растут, а Да. здесь одни самочки. Мгм. Здесь самцов нету. Ну там были, да, только они маленькие. Да, у тех рожки начнут проклевываться где-то в ноябре месяце. Мгм. А это кто? Как зовут? Это Как зовут? Верочка, Верочка. террористка и самая Вера, беспокойная Вера, лосиха. Вера, Вера, Верочка, Вера. А почему? Верочка, Она, вот Поехали. ей 7 лет, она всего 2 раза телилась Не за это приближайся. время, и ни разу не доилась. Мы ее не смогли раздоить, она Вера. бежала. Мы бежали от нее из станка кто куда мог. Потому Что она ушки делают, смотри у И нее. пиналась, и дралась, и трясутся. все, что хочешь. Поближе, можно золотая. яичко, Верочка? Вон Веруша, она. иди, будешь Вера. хлебушек кушать? Верочка. Верочка, Поближе, можно ушки, пожалуйста. Да тут, подожди. иди хлебушек. Верочка, иди сюда. Пошуршать бы ей. На ветке нашла. Веру.